Labvakar! Vasara ir beigusies, un mēs atsākam jaunu sezonu ar iespēju uzdot tiešus jautājumus tieši man. Un reiz divas nedēļas es atbildēšu gan eterlaika, šeit tepat Facebook un YouTube, gan arī atbildot komentārus Facebook uz visiem уздотым jautājumiem. Aiziet! Добрый вечер! Лето закончилось, и у нас новый сезон с вопросами, которые можно задать напрямую мне. Ответы, соответственно, я раз в 2 недели стараюсь дать или в эфире в Facebook и YouTube, или в комментариях, соответственно, к посту. И начинаем. Первый вопрос. Руслан Соколов спрашивает, когда начнется строительство путепровода на улице Тилта. То есть речь идет о мосте, который соединит, соответственно, Саркандаугаву с остальными районами, которые находятся в Вецмилграусе, Вецеке и дальше. Строительство на самом деле уже началось, потому что в этом году Рига Суденс проводил необходимые работы, которые связаны с коммуникациями. Они уже большую часть, насколько я знаю, завершили. И в следующем году начинается непосредственно строительство моста, который соединит наконец-то жителей Вецмилграуса, Вецеки и других районов с Саркандаугавой, центром города. И больше на Саркандаугаве на железнодорожном переезде пробок не будет. Осталось подождать следующее лето, когда будет строительство. И в 2018 году объект должен быть сдан в эксплуатацию. Также это будет включать в себя и расширение улицы Твайку. Потому что все движение по новому путепроводу будет осуществляться по ремонтированной, реконструированной улице. Александр Иванов спрашивает, причем он говорит, что он вопрос первый раз задавал на Фейсбуке 3 года назад по поводу реконструкции улицы между автовокзалом и остановкой 13 января, остановка общественного транспорта. И жалоба, что очень трудно инвалидам через этот кусок перейти улицу. Согласен, место выглядит, все, что касается и железнодорожной насыпи, и то, что касается автовокзала, выглядит очень некрасиво. Не делается сейчас там ничего осознанно, потому что будет масштабная реконструкция центрального вокзала, будет срыта полностью вся насыпь, если мы говорим про железнодорожную часть этого куска. Будет перестраиваться сама улица 13 января. Поэтому сейчас делать какие-то временные решения, это по сути будут выброшенные деньги, так как перестройка, которая начнется по самым сейчас скептическим планам через 2-2,5 года в рамках проекта Rail Baltic, но она будет действительно грандиозной. Это будет полностью перестроена эта часть центра города. Так что, с одной стороны, мне неприятно отвечать, что надо подождать еще некоторое время, но действительно, центр города будет полностью приведен в порядок, и удобно будет там не только инвалидам-колясочникам, но и всем рижанам и гостям Риги. Кристина Янукевич уточняет по поводу велодорожки Иманта-Даугавгрива, будет ли эта идея воплощена в жизнь. В этом году уже проводились предварительные работы, которые связаны со строительством. Остался вопрос с обменом одного участка земли, который находится посередине. И в следующей весной уже полноценное строительство этой дорожки, оно начнется. Причем эта велодорожка для города очень важная. Мы очень хорошо знаем, особенно те жители Риги, которые живут в Иманте и в Золитуде, все те, кто летом, весной, осенью ездят в Юрмалу, по той самой известной, самой первой в Риге в истории города велодорожки, они знают, насколько она заполнена. Поэтому разгрузить направление в Юрмалу и дать людям возможности с Золитуда, Иманта, Илгуцемса в теплые месяца года съездить на пляж Даугавгрива, это важно. Так что рижане будут иметь возможность с намного большим комфортом отдыхать, и в том числе и на городских пляжах, а не только на замечательных пляжах в соседних самоуправлениях. Ilza Stepiņa jautā, viņa saka, ka viņa nav rīzniece, bet viņa ir jautājums par to, kas notiek ar Rīgu, kad ir stipras lietusgāzes un attiecīgi atsevišķas vietas Rīga tiek apludināts. Šeit ir vienmēr tas ir tā kā mūžīgs jautājums. No vienas puses mums ir zināmas vietas, kur pie stipram lietusgāzēm reiz gada, 2 reizes gada, dažreiz 3 reizes gada tiešām situācija ir pietiekoši bēdīga. Tas vietas ir parasti vietas, kur lietus ūdens kanalizācijas vispār nav kas ūgas. Tā nebija uzbūvēta ne pēdējiem laikos, ne arī iepriekšējos gados. Un tas nozīmē, ka mums katru reizi ir pietiekoši grūta izvēle. Vai nu ieguldīt šajā vietā, lai izveidot no jauna uzceltu lietus ūdens kanalizāciju 2, 3, 4 miljonus, vai par to pašu naudu sakam savies, piemēram, kārtība 2, 3 centra ielas. Līdz ar to pagaidām mēs pieturāmies, diemžēl, ņemot vērā arī finansiālo situāciju, pie ieejas, ka labāk sāvēs kārtībā esošas ielas un pēc tam ķerties pie lietus ūdens kanalizācijas, kur ir tas bēdīgas vietas, ņemot vērā, ka tas prasa zināmas nērtības tikai 2 reizes vai 3 reizes gadu. Ir cits vietas, kur problēmas bija krietni biežāk, un šīs vietas mums jau izdevies sakārtot. Piemēram, es minēšu no tā kopēja saraksta, kas pa pēdējiem gadiem bija izdarīts. Tā ir Karļu Uļmaņgatves posms, Krāstielas posms, īpaši zem tilta, kur vienmēr bija praktiski pie jebkādiem laika apstākļiem ļoti bēdīgi. Daudzas citas vietas, kur Rīga jau ir savas kārtība, bet atbilstoši tam, kā mums attīstīsies fināla situācija, protams, ieguldīsim naudu arī
Kanalizācija, bet prioritāte patreiz mums ir savas kārtībā, vienkārši asfalta segumu un infrastruktūru un visas komunikācijas pārējās ielas, īpaši tās ielas, kas izvietos centram. Vita Petkeviča uzdota arī ļoti interesanta jautājuma par Turedas ielu un par iespējām to sakārtot. Jo šai ielai ir uzlikts jaunais asfalts un, attiecīgi, tagad visi brauc krietni ātrāk nekā būtu atļauts atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Ļoti interesants jautājums. Man tas jautājums tiešām patīk, jo visus iepriekšējos gados man bija entes sūdzības, nepārtrauktas sūdzības par Turedas ielu. Ar tekstu beidzot jūs varētu savest šo ielu kārtībā, tāpēc, ka tur ir grantēts segums, un tas tomēr ir ļoti nesmuki, ņemot vērā, ka tā ir pilsētas paša centra izvietota iela. Beidzot šī iela ir nosfaltēta, tagad mums ir jauna veida sūdzības par to, ka pateicoties asfaltam, tagad visi ļoti ātri brauc. Es tiešām nākamā nedēļa aizbraukšu, paskatīšos, kas notiek ar satiksmes organizāciju šā iela pēc tā, ka ir uzlikts asfalts. Un tad pamēģināsim izdomāt kaut kāds cits risinājums. Bet tas droši vien jau ir patīkamākas problēmas nekā cīnīties ar grantētu segumu un ar нервтимам, kas to израис. Виктория Селиванова задает одна из многих вопросов, таких действительно немало, не только в этот раз, да и вообще все последние месяцы, по поводу ремонта дорог. Виктория спрашивает, почему нельзя разрыть один квартал, потом следующий, таким образом постепенно приводить в порядок каждую улицу, а не разрывать в разных местах и потом долго ремонтировать. В идеале так и должно быть. Абсолютно с вами согласен, Виктория, это самый правильный вариант, но нам, к сожалению, потребуется еще некоторое время, пока мы сможем выйти на такой уровень организации работ, по одной простой причине. Мы сейчас ремонтируем улицу в центре города, как вы говорите, предположим, та же самая Брибас, по принципу, что мы сначала приводим в порядок полностью все коммуникации. Коммуникации под асфальтом в центре города принадлежат многим владельцам. Это и Рига Суденс, Рига Силтумс, Стадала Стейкла, то, что касается электричества, Латвия с газа, Леттелеком, другие провайдеры интернета, телекоммуникаций. На некоторых кварталах может быть 6-7 владельцев, причем они все же делают свои работы по очереди. И когда вы видите на улице Брибас, приехали, взломали асфальт, поработали, положили временный асфальт. Простой несколько дней. Потом приехала другая бригада, опять взломала временный асфальт, еще что-то чинили. Опять положили временный асфальт. И так 3-4 раза. Это может со стороны выглядеть или забавно, или странно, или некрасиво, но на самом деле это единственный правильный вариант, потому что после того, как они все привели в порядок свои коммуникации, только после этого мы кладем асфальт, это значит, что в ближайшие хотя бы лет 5 это место в городе будет выглядеть прилично, без заплаток, без ям и так далее. Но абсолютно согласен с вами, Виктория. Наш уровень сейчас, то, каким образом нам удается координировать все работы, связанные с коммуникациями, пока еще оставляет желать лучшего. Учитывая определенные проблемы с организацией в этом году, мы уже сейчас начинаем обсуждать со всеми владельцами коммуникаций все ремонтные работы в следующем году, чтобы максимально сократить время простоев, но, к сожалению, в определенный момент это неизбежно. Елена Иванина спрашивает по поводу того, что в центре сейчас меняют плитку. А мы действительно, когда ремонтируем улицы, мы полностью меняем на всех тротуарах плитку на плитку нового образца. И спрашивают, почему в некоторых местах плитку меняют, несмотря на то, что она была там достаточно еще приличная. А, например, на Эспланаде у фонтанов плитка разобрана, и когда же до нее дойдет очередь. Смысл заключается в том, что старая плитка, она будет использоваться в ремонтных работах в каких-то других местах, где это позволяет, соответственно, ситуация. Но если мы сейчас полностью приводим в порядок все улицы в центре, а мы планируем за следующий и после следующий год это сделать, то, конечно, правильно, когда это все делается в соответствии с едиными какими-то, в том числе и визуальными стандартами. То, что касается требований и проектов архитекторов и дизайнеров, которые предложили эти решения. Поэтому плитка будет меняться по всему городу и дальше на плитку одинакового, в зависимости от того, что предлагают архитекторы образца. Плюс плитка, когда мы говорим о тротуарах, это очень выгодное в первую очередь для города решение, потому что мы хорошо знаем, как часто приходится коммуникации ремонтировать по тротуарами. И здесь все очень просто. Ты плитку поднял, отремонтировал то, что тебе нужно, положил обратно плитку, и это выглядит дальше точно так же аккуратно. А то, что касается Эспланады, ваш вопрос, у нас пока приведена только часть в порядок этого парка, та, которая прилегает непосредственно к Национальному художественному музею. Это было сделано в рамках ремонта музея. Парк Эспланада уходит на полную реконструкцию в 2019 году, и вместе с этим будет меняться и освещение, и скамейки, и другие элементы благоустройства, и, естественно, все то, что касается и покрытия, в данном случае, плитки. Юрий Макроусов говорит тоже о плитке на улице Стабом и говорит, что он видит большие ошибки при укладке. Кому обратиться, указать на недоделки. Варианта 2. Или просто пришлите мне конкретный адрес,
номер дома, если есть у вас еще и возможность фотографировать, приложить фотографии, вообще идеально. Или очень простой вариант 830-3620. 830-3620. Это департамент сообщений Рижской думы. Они тоже, в зависимости от настроения, с радостью или без радости, но все жалобы принимают, и потом с этими жалобами дальше борются со строителями. Поэтому не стесняйтесь фотографировать, присылать. Чем больше жалоб вы пришлете, тем лучше будет в результате качество ремонта улиц в центре города. Vēl viens jautājums ir par Valdemāra ielu, par to, kāpēc nebija mēģināt šo ielu paplašināt vienlaicīgi, kad mēs patreiz mainām asfalta ceļumu. Jā, ir no vienas puses, protams, vēlme kaut kādā veidā visas tas centra ielas padarīt platāks, bet, nu labi, paskatīsimies uz to pašu Valdemāra ielu. Visi koki tā kaut tieši pie brauktuves. Tas nozīmē, ka mums ir divi varianti, vai nu izskirt visus kokus, padarīt šo ielu pēc būtības par šoseju, vai nu atstāt to, kas ir ar vienu no zaļākām un skaistākām pilsētas ielām, bet ar tādu iespēju izbraukt, kā ir, pa divām joslām katra virzienā. Manuprāt, versija ar kokiem tomēr ir priekš pilsētas centra krietni labāka. Vēl viens jautājums ir arī par jauna parauga iebrauktumiem, ko patreiz ierīko būvnieki pie visam ielam, kas tiek remontētas, un jautājumu uzdot Margarita. Viņa sūdzas par to, ka ir vietas, kur mašīnas nevar vienkārši iebraukt. Pirmām kārtām ir jāņem vērā, ka ne visas vietas, kur jau ierīkotas iebrauktuves, ja mēs runājam par pati brauktuvi, ir ieklāta arī asfalta virskārta. Bet mums ir bijuši gadījumi, kad atsevišķas vietas tiešām bija pamatotas sūdzības par to iebrauktuvju augstumu. Līdz ar to, ja jums ir bāžas par jūsu mašīnu un par jūsu spējumu iebraukt pie sevis pagalma, droši nosauciet adresi, aizbrauks, pārbaudīs, un, ja ir nepieciešams salabos. Юрис Мацулис говорит, что на улице Марьевс из-за движения общественного транспорта трясутся дома, соответственно, вибрация грунта, и все приходит в плохое состояние. Улица Марьевс и улица Чака уходят на ремонт, мы хотели в следующем году, но в следующем году, учитывая, что будет столетие республики, центр настолько нагружать не станем, это будет 2019 год, а, соответственно, в 2018 году, если мы говорим про крупные ремонты в центре города, это в первую очередь улица Краста, которая будет ремонтироваться полностью. А Марьевс приведем в порядок через 2 года, и тогда дополнительные ограничения транспорта для того, чтобы уменьшить вибрацию, они просто будут не нужны. Ромалда Францукевич обращается, как она пишет, 4-й раз по поводу того, что в их дворе на улице Паттерсона 26 отремонтировали дорожки вдоль дома, соответственно, отремонтировали еще, проложили тротуары, а какую-то часть не отремонтировали, ямы остались. Уважаемый Францукевич, тот кусок, который не отремонтировали, где остались ямы, это тот участок земли, который принадлежит жильцам вашего дома. Соответственно, вы должны принять решение о том, что вы готовы или, предположим, внести на земельные книги сервитут, внести ограничения, тогда это исполнительная дирекция может отремонтировать, в том числе этот кусок, или вы, соответственно, собираете подписи и ремонтируете, используя услуги РНП, но в этой ситуации ремонтные работы проводятся за счет владельцев квартир в вашем доме. Поэтому примите или одно, или другое решение, как владельцы квартир вашего дома, и тогда, соответственно, или исполнительная дирекция, или РНП смогут привести в порядок этот кусок тротуара. Татьяна Данилова спрашивает, когда начнется реновация Китайки. Интересный вопрос, потому что Китайская стена, так называемая, дом самый длинный и в Риге, и, соответственно, и самое длинное здание в Латвии, на Озолцема 18 Зепникалнце, разработан проект, каким образом можно это здание утеплить. И Алтум, это государственная компания, которая предоставляет софинансирование в размере 50% для таких проектов, которые связаны с именно утеплением домов, они посчитали, что общий проект стоит около 4 миллионов евро. И было недавно очередное мероприятие. Я хотел бы действительно поблагодарить Алтум за то, что они делают такие мероприятия в Риге, пытаются убедить владельцев квартир утеплять свои дома, где они очень подробно рассказывали, как можно получить это софинансирование, что нужно сделать для того, чтобы 2 миллиона получить на ремонт собственного дома бесплатно, и на каких выгодных условиях можно получить кредит на оставшиеся 2 миллиона на жильцов всего дома, чтобы можно было эти работы провести. Со своей стороны я, как председатель городской думы, когда встречался вместе с представителями Алтума, с жильцами в Зепникалнце, обещал со своей стороны максимально зеленый свет. Все то, что касается согласования всех ремонтных работ, все то, что касается Бувалды, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы этот проект развивался и чтобы он стал как образцом на уровне Риги, на уровне Латвии. И при этом напомнил о том, что на другие ремонтные работы, которые связаны уже непосредственно не с утеплением, а, скажем, с красотой или другими приятными вещами, на это можно будет получить 50% софинансирования уже в Рижской думе. Поэтому над этим
проектом, за ним мы будем внимательно следить, но его никогда не удастся реализовать, если житель дома, владельцы квартир в доме на улице Озолсема 18 не соберутся и не примут решение о том, чтобы этот проект запустить, соответственно, получить софинансирование, получить кредит и дальше сделать свой дом намного красивее, намного теплее, а свои квартиры, что немаловажно, в принципе, значительно дороже, потому что стоимость недвижимости после реновации, после утепления всегда повышается. Nākamais jautājums ir arī par pilsētas domes plāniem ievest to 50% līdzfinansējumu visiem remontdarbiem. Tā ir mājas, tā ir daudzdzīvokļu mājas, kur ir izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības. Mums patreiz notika un tikko ir pabeidzies dialogs ar atbildīgo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, proti varam. Viss ir saskaņots, pēdējie labojumi tiks ievesti domes balsam oktobrī, un oktobrā šī programma sāks darboties. Līdz ar to visi, kas ir jau izveidojuši biedrības, nāciet pie mums. Tie, kam tas biedrības nav izveidotas, arī nāciet pie mums, palīdzēsim jums tas biedrības izveidot, palīdzēsim jums saņemt 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim 2 gadiem, un izstāstīsim jums, kā saņemt arī līdzfinansējumu tiem remontdarbiem, ko jūs plānojat savas mājas, kā to var paveikt 2 reizes летāk. Инта-ветница пишет, что давно ждали открытия сезона «Прямой вопрос», чтобы пожаловаться на забор около 96-й школы. 96-я школа мне не чужда, потому что я помню еще как школу под номером 70, в которой когда-то сам учился и, извините меня, вырос в соседнем дворе. Поэтому, не потому что я вырос в соседнем дворе, а потому что это одна из школ, о которых мы заботимся. У нас планируется, вот честно вам скажу, может быть, получится в следующем году, самое позднее, 2018 год, когда у вашей школы будет создан полноценный стадион, такие же, как мы делаем в Пурцемсе, такие же, как мы делаем в других микрорайонах, который будет предназначен, с одной стороны, для учащихся 96-й школы, а с другой стороны, для всех жителей 4-й Иманты или тех, кто придут из других, в том числе, дворов. Будет стадион, потому что территория у 96-й школы позволяет создать там полноценную зону для занятий спортом, для отдыха детей, чтобы все семьи могли спокойно и с удовольствием там проводить свободное время. Александр Геронян спрашивает по поводу разваливающихся деревянных зданий, неухоженных зданий в центре города, которые придают Риге депрессивный вид. И сразу же следует вопрос от Романа Веремейчика, который жалуется, что да, в центре города очень много зданий, которые разваливаются. В этой ситуации как получается? Абсолютно большинство тех зданий, которые выглядят или некрасиво, или более того, чем некрасиво, а представляют угрозу безопасности, это частная собственность. Начиная с 2010 года Рига очень активно борется с трущобами. То есть что мы делаем? Мы просто накладываем повышенную ставку налога на недвижимость. Вместо 1,5 пунктов ставим 3 пункта, причем учитывая специфику подсчетов в реальном исчислении, это значит увеличение налогового бремени в разы, во многие разы. В результате значительная часть владельцев зданий или привели их в порядок. Если это были трущобы, которые уже не представляли никакой архитектурной, хозяйственной и прочей ценности, просто их снесли. И я вам приведу как пример. Если в 2011 году привели в порядок 16 трущоб, то, например, в 2014 их уже было 107, а в 2017 году, причем год у нас еще не закончился, только на сентябрь, уже 139. Огромное количество зданий приведены в порядок или эти здания снесены, но, к сожалению, у нас есть объекты, которые представляют из себя в том числе и архитектурную ценность, которую нельзя просто так снести. То же самое знаменитейшее, наверное, будет правильно сказать, здание на углу Элизабет и Самариас. Но это памятник архитектуры, частные владельцы. Сносить мы его не будем ни в принудительном порядке, ни каким-либо другим образом. Мы просто продолжаем дальше им накладывать повышенную ставку налога. И ждем, когда они продадут тем владельцам, которые смогут это здание привести в порядок и вернуть его обратно в оборот, таким образом вернув это украшение города Рижанам. Ināra Baloda jauda, kāpēc izmeklētie un citi valsts policijas darbinieki strādā tik nežēlīgi sliktos apstākļos un saņemot tik minimālā arī atalgojumu. Šajā situācijā no vienas puses man būtu nekorekti komentēt, jo tā ir valsts policija un Rīgas pašvaldība par valsts policiju nevar atbildēt. Bet vienlaicīgi pašvaldība ir ļoti laba sadarbība ar mūsu kolēģiem no valsts policijas, tā izskaitā arī īpašumu jautājumus. Mēs esam saveidojuši kārtībā tos iecirkņus, kas atrodas pašvaldībai piedarošais telpas, bet kur strādā valsts policisti, kā Daugavgrīvas iela, Gogaļa iela. Absolūti jauns iecirknis ir izveidots aviācijas iela Ķengarāga, kur strādā mūsu kolēģi no valsts policijas. Tīku Bolderā ir uzcelts no nulles apvienotais pašvaldības policijas un valsts policijas apvienotais iecirknis. Tops arī jauni objekti, bet, diemžēl, par atalgojumu šeit man būtu grūti komentēt, par to vajadzētu jautāt iekšlietu ministram.
Жанна Бузяшвили из Вецмилгрависа жалуется по поводу того, что сейчас в городе продолжается смена адресов в некоторых местах. И сейчас это именно касается Вецмилгрависа. И люди пишут, что это глупость, что они возмущены безответственностью и просят оставить все как есть. Есть требования Кабинета министров. То есть это не блажь или идея Рижской думы. Это требования ко всем самоуправлениям по тому, каким образом должны называться улицы, каким образом должна проводиться нумерация. Эти правила на самом деле достаточно логичные, потому что эти правила составлены таким образом, чтобы оперативным службам было максимально логично и просто найти необходимый адрес. У нас в Риге реформа адресов не проводилась ни разу. То есть у нас адреса, названия улиц, потом переименованные улицы, потом переименованные дальше еще по историческим, политическим, хозяйственным и другим причинам. Построенные дома. Нумерация при царе, при Ульманесе, в советское время сейчас не менялась ни разу. У нас есть участки определенные в городе, улицы, где нумерация может идти 28, 13, 4, 7. Как вы думаете, таксисты, скорая помощь могут найти там, если им необходим адрес? А как, предположим, искать адреса по микрорайонам, когда, к сожалению, опять же, особенно учитывая новостройки, очень трудно понять. Но идет улица, потом к ней прилегают дворы. А вот как называется улица, где вот эти дворы расположены? Поэтому в соответствии с требованием сейчас проходит, в некоторых случаях меняют название улиц, в некоторых случаях меняют нумерацию для того, чтобы было проще именно спасательным и всем остальным службам. Делается это в соответствии, как я уже говорил, с требованиями Кабинета министров. Для владельцев квартир, для жильцов по этим адресам это не связано с никакими затратами, кроме того, что вам за собственный счет нужно поменять одну табличку на дом. Ну и, соответственно, несколько табличек. Сколько у вас в вашем конкретном случае этих табличек необходимо. И все. Все то, что касается земельной книги, банки и так далее, все остальные документы, вас это не касается. Это все будет происходить автоматически, вам это не нужно делать, и с вас это не потребует никаких дополнительных затрат. Это, к сожалению, неприятный процесс, но я вам скажу честно. Вот мой родной адрес, где я родился, где я вырос и провел большую часть своей жизни, его тоже поменяли. И сейчас мне вот вспомнить, где находится квартира родителей, точно назвать адрес, мне нужно сначала посмотреть записную книжку. И улицу сменили, и название дома поменяли. Мэр города. Я не протестовал. Потому что, к сожалению, но это то, что нужно сделать сейчас. Для того, чтобы немножко привести в порядок то, что касается, опять же, улиц, адресов и так далее. Krišjāns Afanāsevs jauta par to, kas notiek Abeļmuižas parkā. Īpaši ņemot vērā, ka pagājušajā gadā bija Rīgas ūdeņu tā liela avārija, kur pie vainas bija zināmā mērā arī Lattelikums un bija solījumi šo parku savas kārtības sadarbību ar Lattelikumu. Viss notiek. Mums septembra beigās sāks būvēt tur lielu sportu un bērnu laukumu. Un nākamajā sezonā pabeigs arī vispārējo labiekārtošanu, ieskaitot to, ka mums apsolīja Lattelikums un viņi savu solījumu izpild, jo viņi vienmēr ir izpildījuši visu savu solījumus pilsētā, viņi iekārtos tur arī struklakas ar dzeramo ūdeni. Līdz ar to nākamajā vasarā šajā parkā būs krietni smukāk nekā patreiz. Ilze ir jautājums par to, kas notiks ar mazdārziņiem Lucavsalu. Nekas nenotiks, tie mazdārziņi tiks saglabāti, tas bija pilstas solījums un pilstas pozīcija. Ir atsevišķi vietas, kur notiek sakārtošana, piemēram, rajoni, kur uz 10 mazdārziņiem 8 ir pamesti un 2 tikai funkcionē. Skaidrs, ka mēs pamestus attiecīgi iztiram un tiem, kam ir mazdārziņi tādas 2 vietas, mēs piedāvājam citas vietas, turpat Lucavsalu, lai sakoncentrētu aktīvus mazdārziņus viena vieta un degradētas teritorijas vienkārši izdarīt un savas kārtību. Элина Чернышева спрашивает, когда учителя получат обещанную страховку здоровья. С какого числа можно будет использовать? Мне очень трудно ответить на ваш вопрос, потому что во всех рижских муниципальных школах учителя, которые соответствуют требованиям, то есть по размеру ставки и так далее, они все уже получили страховку. Поэтому в этой ситуации, может быть, вы напишите в личном сообщении, в какой школе вы работаете, чтобы проверить. Но все наши муниципальные педагоги в школах, они страховки получили, поэтому давайте уточнять. Ir ļoti daudz jautājumu par tā saucamam laimētāvam vai zaudētāvam, kā to sauc arī rīdzinieki bieži vien, kad tie tiks aizvērti. Tikko ir sācies process. Mums izdevies sākt izmantot augstākās tiesas vienu no blakuslēmumiem, lai no šī gada palaist procesu, lai pilsētas centrā aizvērt vairāk nekā 40 visas spēļu zāles, visas laimētāvas. Tas prasa laiku. Tas prasa zināmu procedūru. Mums tagad Rīgas doma noteikti balsojumi par katru atsevišķu adresi. Pēc katra no šiem balsojumiem tiem uzņēmējiem tādas ir likuma prasības. Mēs neko nevaram izmainīt. Tiem uzņēmējiem īpašniekiem tiek dots pārējais periods 5 gadi, bet pēc katra no balsojumiem 5 gadu laika
katra no šīm zālēm tiks pilsētas centrā aizvērta. Pēc tam paralēli mēs ķersimies arī zālēm, kas ir izvietotas citas pilsētas apkaimēs. Vienīgais, kas tiešām izraisīja visiem Rīgas domes deputātiem, piemēram, vienalga, vai tie ir pozīcijas deputāti, tie opozīcijas deputāti, sākot no Saskaņas un beidzot ar Jauno konservatīvu partiju, izbrīnu izrādīja, ka mūsu kolēģi Pūce, Jūris, Bondars Mārtiņš, viņi visi balsoja pret to, lai pilsētas centrā šī zāles aizvērt. Un viena no versijām ļoti, manuprāt, ticama ir saistīta ar to, ka Pūces ģimenei ir izveidots speciāls fonds, un šajā fonda pēdējo gadu laikā spēļu zāļu īpašnieki noziedoja vairāk nekā 120 000 eiro. Un rezultātā viens no maniem kolēģiem, deputāts Roslikovs, jau ir uzrakstījis iesniegumu korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, tāpēc, ka tas pēc būtības izskatās, ka ir veida korupcija. Jā, fonds, kas pieder ģimenei, saņem finansējumu no tiem, kam pieder Laimetāvs, un pēc tam Rīgas doma, viņi vienīgie, kas balso pret to, lai šī zāle slēgt, tas, protams, ir tā nesmuki. Bet deputāti ir ievēlēti, un viņiem ir mandāts no viņu vēlētājiem. Viņi droši vien rīkojas atbilstoši tam, ko viņi solīja saviem vēlētājiem. Vai piekrāp vēlētājs, bet tas jau ir jautājums, kāda veida vēlētāji tālāk veidos attiecības ar šiem konkrētiem deputātiem. Daudz jautājumu ir par to, ka Rīga tikko notika Eiropas galvaspilsētu mēru samits, un kāda ir pievienot vērtība no šī samita, piemēram, cilvēkam vai no Ķengarāga, vai no Vecmilgarā, vai no kāda cita no pilsētas apkaimēm. Pastāstīšu ļoti vienkāršot leksikā ar ļoti, manuprāt, ilustratīviem piemēriem. Viens no galvenajiem tematiem, par ko tika runāts šajā samitā, par ko runā visu Eiropas galvaspilsētu mēri un pārstāvi, ir kohēzijas politika. Tā ir politika, kas nodrošina no Eiropas fondiem līdzfinansējumu daudziem projektiem pilsētas, visā Eiropas Savienības teritorijā. Un, piemēram, Rīga no 10. gada līdz 20. gadam kopējais apjoms, pateicoties Eiropas līdzfinansējumam, ja mēs runājam par projektiem, ir 700 miljoni eiro. Un, ja mēs runājam par rīdzniekiem, kad viņiem ir pievienot vērtību no šiem Eiropas atbalstītiem projektiem, Purcems un Bļavnieki, bijusi izgastuve, 85% nofinansētas no Eiropas naudām, Slavena promenāde pie Spicera, Eiropas nauda, Mākslas muzejs, Eiropas nauda. Tagad Ziepniekalna iedzīvotājiem un visiem pārējiem būs svarīgi, kad mēs būvēsim Dienvidtilta 4. kartu, Eiropas nauda. Visi prasa, kad sāks būvēt pārvādu Sarkandaugo. Mēs tikko dabājam Eiropas naudu, lai tu pārvādu būvēt. Mums ļoti liela daļa no remontiem, labiekārtošanas darbiem, skolu siltināšanas darbiem, bērnu dārza siltināšana, citi darbi. Tā visi ir Eiropas nauda. Tas nozīmē, ka tas pats fakts, ka mēri ir atbraukuši Rīga, tā ir pilsētas reklāma, tā ir pilsētas tēla veicināšana, bet tas pat nav svarīgākais. Svarīgākais ir, ka mēri ir gatavi cīnīties, lai arī pēc 20. gada Eiropas galvaspilsētam saglabātu šo pieeju Eiropas līdzfinansējumu, kas, manuprāt, Rīgai ir ārkārtīgi būtiski, un es kā Rīgas pilsētas priekšsēdētājs, tas ir mans tiešais pienākums cīnīties par to, lai pieejams finansējums būtu pēc иespējas максималс. Сергей задает вопрос, почему эстафеты и марафоны устраиваются в центре города, почему нельзя бегать или кататься в Бикернекском лесу, в Межапарке и так далее. Вот попытаюсь ответить по-честному. Улицы в центре города 99% времени принадлежат только автотранспорту. Частный автотранспорт, коммерческий, соответственно, общественный транспорт, но только автомобилисты. А ведь в городе живут не только автомобилисты, в городе живут и пешеходы, и велосипедисты, и люди, которые не пользуются машинами. И в этой ситуации справедливо, когда несколько раз в году на какие-то, в принципе-то, жалкие часы эти улицы дают в том числе и другим категориям рижан. Причем давайте не забывать, что на машинах частных передвигается по городу только 25% населения. Поэтому, да, несколько раз в год мы будем действительно отбирать улицу автомобилистов, чтобы дать возможность развлечься всем остальным рижанам, а потом по-честному возвращаем их тем, кто ездит на машинах. Если мы возьмем, например, тот же самый марафон, который вы предлагаете провести или в Бикернике, в Межапарке, 34 тысячи почти участвовало в последнем марафоне. 34 тысячи, это очень много. Поэтому такое количество людей имеют право тоже несколько раз в году поразвлекаться в центре города раз. И будем, опять же, откровенно, бегать по лесу в Межапарке, конечно, приятно, деревья, свежий воздух или Бикерневский лес тоже замечательно, но люди хотят
раз в год пробежаться на марафоне или прокатиться на роликах по тем улицам и местам, которые, в принципе, все остальное время закрыты. Поэтому такую радость мы им будем предоставлять регулярно, при этом принося свои извинения, естественно, всем автомобилистам. Vai šogad būs nakts brauciens par kādu no remontējumām ielām? Jā, šogad būs nakts brauciens. Šogad nakts brauciens būs 30. datumā kopā ar Atvasaru, kā to prognozē patreiz speciālisti. Mēs varam viņam uzticēties, un šogad maršruts būs ļoti interesants. Īpaši pat salīdzinot ar visiem iepriekšējiem abiem diviem braucieniem. Tā būs Valdemāra iela, Lačplaša iela, Raņa bulvāris, attiecīgi Brības iela, Skansas iela. Maršruts būs tāds, kur pēc būtības es pat nezinu, kurš no skritu slidotājiem uzdrošinātas pats to izmēģināt, ja nav iespējas piedalīties nakts braucienā. Līdz ar to šogad visi tie, kam patīk skrituļi pa pilsētu, tas maršruts, kas ir piedāvāts, tiešām ir ideāls. 30. datumā, sestdien, 11. naktī pie Brības pieminekļa starts, un tad izkrituļosim visu pilsētas centru pa jaunu asfaltu. Paldies par uzmanību un par pacietību. Nākamreiz iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes būs precīzi pēc 2 nedēļām. Und paldies par visiem patreiz уздутым jautājumiem. Спасибо вам за внимание и терпение. Следующие вопросы-ответы будут ровно через 2 недели. А пока спасибо за все те вопросы, которые вы уже прислали. Sestdien, 30. septembrī, atgriežas Rīgas jautrākā tradīcija – jau 3. naktsbrauciens pa jauno asfaltu. Šoreiz brauksim pa Valdemāra ielu. Slēgta satiksme, nekādu mašīnu, tikai skrituļslidas, longboardi un skrejriteņi. Aicinām visus! Būs mūzika, paraugdemonstrējumi, konkursi un cienests. Nenokavē! Starts pie Brīvības pieminekļa 30. septembrī 2022.